Политическая агитация со стороны религиозных организаций запрещена законодательством Кыргызстана. Контроль за исполнением данной нормы лежит на Центризбиркоме, муфтиате и органах местного самоуправления. В этой связи Духовное управление мусульман страны даже разработало специальное постановление. Согласно ему, духовенству запрещается агитировать за кандидатов в депутаты парламента и местных кенешей, а также за претендентов на президентский пост. Документ, принятый муфтиатом, распространяется и на мечети, а их по официальным данным в нашей республике насчитывается порядка 2750. На пятничных намазах мы особенно наставляем прихожан к единению. Мы призываем народ к чистым выборам, чтобы граждане, вне зависимости от веры, обязательно шли на выборы и голосовали за достойного. Но при этом мы говорим о том, что запрещено проводить агитацию за какого-то кандидата или партию. На этот счет ведутся постоянные разъяснительные работы. Да, бывают случаи недопонимания со стороны некоторых представителей духовенства. К примеру, в Джалалабаде был случай, когда велась агитация со стороны верующих, но все дальнейшие действия виновников были жестко пресечены. Дома, в семье, пожалуйста, призывайте хоть за кого, но в мечети, на публике ни в коем случае. Если обратиться к конституционному закону о выборах, то агитационная кампания стартует за 35 дней и заканчивается за 24 часа до даты голосования. Однако недобросовестные агитаторы есть всегда. По словам экспертов, религиозные ценности должны стоять в стороне от политических игр и предвыборных интриг. В ЦИКе, например, функционирует специально созданная рабочая группа, которая призвана отслеживать нарушения выборного законодательства в религиозных учреждениях. Как отмечает заместитель председателя комиссии Абдыджапар Бикматов, мониторинг ведется постоянно. Религиозные деятели не должны участвовать в агитационной кампании. Что под этим подразумевается? Запрещается агитировать внутри религиозных учреждений, имамам и другим духовным лицам устраивать встречи с народом или потенциальными избирателями, собирать подписи в пользу кандидатов и так далее. Для нарушителей предусмотрен ряд мер, направленных на дальнейшее пресечение подобных действий. Кандидату выносится предупреждение, ну а в случае повторения может быть рассмотрен вопрос о снятии его с выборной гонки. Представители религиозных организаций могут быть привлечены к административной ответственности. Напомним, главное политическое событие этого года намечено на 15 октября. И не исключено, что в ходе выборных кампаний определенное влияние может иметь также и религиозный фактор. Поэтому как светские эксперты, так и знатоки религии призывают следовать закону и не поддаваться на всякого рода провокации. Алексей Немашкал, Мирбек Айтикеев, Алтынбек Канабекулу, НТС.